Здравствуйте, это «Вечерняя смена», в студии Ирина Газаева. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня в Центре опережающей профессиональной подготовки состоялся круглый стол «Вопросы реализации программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан». Он проходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости», национального проекта «Демография». Кто принимал участие, какие вопросы были наиболее актуальны, говорим с гостями в студии. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Батраз Владимирович, вот этот проект стартовал в начале года, получается, да? Вот какая подготовительная работа и сколько времени она шла? Ну, работа, конечно, предшествовала самой активной фазе этого проекта. Это подготовка документов, это подготовка соответствия площадок, где будет проходить обучение. Ну, там много нюансов, которые нужно было определить, утвердить. Но нам было легко это делать, потому что мы в таком прямом контакте с федеральным оператором этого проекта. Это агентство WorldSkills Россия. И практически особых проблем-то и не было. Просто время нужно было на все затратить. И вот уже совсем недавно, почти месяц, мы перешли к активной фазе реализации этого проекта. Проект необходим. Мы являемся, наш Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Северная Осетия Алания, являемся региональным оператором этого проекта. Проект очень важен для нашей республики. Проект дает возможность обучить согражданам, и, соответственно, шанс найти работу у них многократно увеличивается. Но есть какая-то статистика, наверняка вы тоже, да, мониторите ее? Да, в принципе, мы подобными проектами занимаемся и в прошлом году занимались. Там был несколько иной проект по людям, пострадавшим от ковида. Прошли обучение почти 700 человек. А в этом проекте? А в этом проекте там, я думаю, наши гости конкретнее скажут, там немножко другие формулировки и требования, но они тоже актуальны, конечно, и они в любом случае дают положительный эффект для всех тех, кто пройдет это обучение. Соответственно, я же говорю, они поднимают свою планку выше, актуализируют свои возможности, и у них повышается шанс найти работу или поменять квалификацию свою, или переобучиться, то есть там много разных возможностей. И как раз к нам сегодня прилетели наши кураторы из Москвы. Нам очень приятно, мы провели круглый стол, о многом поговорили. Много было вопросов, ответов получили также немало. Это, значит, начальник отдела WorldSkills Россия Юлия Евгеньевна и наш куратор Анастасия Сергеевна. Ну, мы по телефону постоянно бываем в контакте, но близкое вот такое общение, оно, конечно, более эффективно, потому что мы сегодня пригласили на круглый стол работодателей, значит, пригласили представителей Минобра Республики, пригласили, значит, заинтересованных людей, представителей площадок, где будет проходить обучение. И произошел большой-большой качественный сдвиг. Какие вопросы поднимались вот именно сегодня на круглом столе? Вот основные такие, которые вас где-то, и, возможно, и зацепили, заинтересовали. Да, проект интересен. Чем он интересен и чем он уникален? Первый проект, где нас объединили, нас, федерального оператора, нашего представителя регионального оператора, с органами службы занятости. Если раньше мы работали в подобных проектах, то есть обучение граждан, нуждающихся в обучении, повышении квалификации и содействию их занятости, этим занимались исключительно центры занятости населения. Мы, как WorldSkills, мы реализуем образовательные программы. Мы обучаем именно, мы чем уникальны, обучаем по стандартам WorldSkills. А в этом проекте нас объединили. То есть наши ресурсы, как обучающие организации, наши стандарты, наши эталонные программы WorldSkills, которые позволяют наши центры образовательные, которые проходят предквалификационный отбор, которые должны соответствовать определенным требованиям, стандартам WorldSkills, и ресурсы органов службы занятости, а именно базы работодателей, их умение взаимодействовать с гражданами, социально такими незащищенными, именно безработными, либо ищущими работу,
В содействию занятости. То есть основная цель проекта — содействие занятости. И как Владимир Владимирович Путин, когда подписывал постановление 369, говорил, что цель проекта — поднять показатели, поднять уровень занятости до показателей 2019 года. Ну, то есть можно сказать, что те люди, которые пройдут обучение, будут участниками программы, они 100% найдут работу, будут трудоустроены. Смотрите, здесь есть возможности и как гражданина, и для нас, участников сторон. Что такое содействие занятости? Здесь предоставляются варианты. Во-первых, гражданин может обучаться под запросы конкретного работодателя, то есть когда работодатель уже ждет, выбрал, например, у него есть сотрудники, которые требуются повышения квалификации. То есть, опять же, здесь есть нюансы программы. У нас на входе есть, и проект предусматривает обучение именно отдельных категорий граждан. Не все граждане, к сожалению, могут принять участие в данном проекте. 5 отдельных категорий граждан предусмотрено для того, что 5 категорий граждан могут принять участие. Это безработные граждане, которые стоят на учете в центрах занятости населения, граждане, которые ищущие, которые обратились с поиском, за поиском работы, обратившиеся в центры занятости населения, граждане 50+, то есть возрастные наши граждане, предпенсионеры, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет, и женщины, не состоящие в трудовых отношениях, имеющих детей до 7 лет. Вот эти категории могут поучаствовать в данном проекте, пройти обучение с целью дальнейшей занятости. А занятость, я начала с того, что это работодатели, и вторая возможность — это стать самозанятым, начать применять налог на профессиональный доход, либо же стать... То есть если человек самозанятый, вы помогаете ему как-то вот... Наоборот. Нет? Наоборот, он может пройти у нас обучение и стать самозанятым. То есть именно или индивидуальным предпринимателем. То есть это позволит ему двигаться в собственном деле. А вот здесь какое обучение возможно? Любое. Есть определенный ряд компетенций, которые позволяют дальнейшую именно самозанятость. Ну, например, скажем условно, востребованная компетенция, и сейчас мы ее проработали, водитель категории какой-то определенной. Да? То есть данная компетенция, человек может стать водителем такси, да, то есть может устроиться как самозанятый, либо парикмахер, он может открыть свою занятость. Но для этого ему нужно? Да. То есть, например, если он подходит под категорию, например, женщина, не имеющая трудовых отношений, имеющая ребенка до 7 лет. По сути, она, находясь в таком длительном состоянии нетрудоустроенности, если я так неправильно выразилась. Безработная. Не совсем безработная, это отдельная категория. И она может пройти обучение, чтобы ей дальше уже войти опять в этот режим занятости. И для нее есть возможность, например, если она не хочет уже выходить к конкретному работодателю, она может обучиться, например, на парикмахера и открыть собственное дело, либо открыть собственное место рабочее, да, и быть то есть таким образом, да, себя реализовывать. Иметь свой бизнес, по сути. Да? Да. А вот на каких, вы сказали, да, какие-то площадки, на каких площадках будет обучение проходить? В настоящее время в Республике Северная Осетия 7 центров обучения. Все они прошли предквалификационный отбор. Обучение ведется в республике по 21 компетенции. То есть эти все компетенции есть в реестре востребованных в регионе. И граждане, которые подходят под категории по реализации программы, могут подать заявку и пройти это обучение. Но, например, что сегодня наиболее востребовано в республике? Мне кажется, что направление туризма. Нет? К сожалению, нет. Нет? Востребованные компетенции, во-первых, определяются органами исполнительной власти. И здесь учитывались
показатели именно дальнейшей занятости населения, и учитывались еще определенные коэффициенты. То есть в зависимости от региона, в зависимости от количества рабочих мест, в зависимости от еще ряда условий, коэффициент мог быть как повышающим, так и понижающим. Поэтому квота, которая выделялась на регион в рамках данного проекта, она учитывала как раз все вот эти критерии, все эти оценочные критерии. Ну и, соответственно, квота на общая 481 человек на Северную Осетию, Аланию, на ваш регион. Но эта квота у нас, так как в данном проекте участвуют 3 федеральных оператора, мы один из них, WorldSkills, для нас пока на данном этапе 1/3, для всех 1/3. 160 человек мы должны обучить с данным нашим региональным оператором, Центром опережающей профессиональной подготовки Северной Осетии. Вот что чуть подробнее можно, что в себя включает программа обучения? Все программы WorldSkills — это практикоориентированные программы. Практика. Мы обучаем как и по программам профессионального обучения, да, это рабочие профессии, должности служащего, так и по программам ДПО. То есть по каждой компетенции есть банк эталонных программ. Все программы разработаны с менеджерами компетенции и соответствуют стандартам WorldSkills. В этом наше основное отличие и преимущество, скажем так. То есть, обучившись по практикоориентированной программе, где очень большое количество часов уходит именно на практические занятия, у человека гораздо больше шансов трудоустроиться и сделать свою профессиональную деятельность очень продуктивной Начать и применять хорошей. свои навыки, полученные в процессе обучения. А сколько длится это обучение? Программы есть повышение квалификации, они длятся 72 часа и 144 часа, да, все зависит от выбранной компетенции программы. Профессиональное обучение, как правило, это 144 часа, и по дополнительному профессиональному образованию есть программы профессиональной переподготовки, это 256 часов. Опять же, программы выбираются, исходя из компетенции и уровня образования гражданина, который обращается за обучением. То есть вот если сейчас наши телезрители, кто-то из телезрителей хочет записаться на это обучение, что он должен сделать? Да, смотрите, единая точка входа для всех регионов, для всех желающих поучаствовать в данном проекте граждан, это нужно подать заявку на сайте «Работа в России». То есть вы заходите на сайт «Работа в России», ищете раздел, это, скорее всего, в виде баннера «Программа содействия занятости», и далее следуете инструкции, которые у вас будут в раскрывающихся окнах. То есть вы таким образом подаете заявку, выбирая тот регион и того федерального оператора, а федерального оператора выбираете в зависимости от тех программ или тех компетенций, которые вы видите на сайте, что интересно именно гражданину. То есть таким образом получается заявка, которая отправляется тому или иному федеральному оператору по выбору самого гражданина. Дальше уже в данном случае у нас представитель в регионе, региональный оператор. Мы единственный федеральный оператор, который работает через региональных операторов. Потому что у нас большая сеть обучающих центров, их больше 1200. Сейчас мы провели дополнительный предквалификационный отбор, их станет еще больше. Поэтому нам потребовалось для того, чтобы качество нашего обучения было на соответствующем уровне и все-таки отвечало стандартам WorldSkills, нам требуются дополнительные руки и глаза в регионе в виде регионального оператора. Но вот если вернуться к круглому столу, да, вы говорили, что вопросы затрагивали. Тем не менее, кто принимал участие и какие самые актуальные вопросы поднимались? Ну, как вот мы с чего и начали. Нас в этом проекте объединили с органами службы занятости. Но только органы службы занятости? Органы службы занятости, соглашение подписывалось между WorldSkills, региональным оператором, и я сейчас, к сожалению, не готова ответить, это либо Министерство вашего труда и занятости, то есть какой-то орган исполнительной власти. Министерство образования.
Нет? Нет. Или Нет. не работает? Вышестоящий орган, который курирует центры занятости населения. Вот. И, соответственно, этот орган подписывал не обязательства, а те положения, в рамках которых мы будем осуществлять взаимодействие в данном проекте. То есть осуществляется взаимодействие именно через территориальные центры занятости населения. Вот. Соответственно, так как это первый опыт и для центров занятости, на других площадках, скажем так, на иных осуществлять образовательные программы обучения граждан. Да? Поэтому вот именно диалог такой шел более интенсивный, это между нами Именно, и центрами занятости. Вопросов больше здесь, потому что категории граждан безработные и особенно ищущие – это очень такие тонкие категории. А какая категория? Да, вот какой возрастная, наверное, категория? Вот сколько? Смотрите, безработные – это может быть любая категория от 18 лет. Ну, к сожалению, это законом о занятости определено, что безработным может стать гражданин от 18 лет, а ищущим может стать, опять же, я не совсем компетентна в законе о занятости, но, скорее всего, наверное, тот же ценз, начиная с 18 лет, любой гражданин, который обратится в органы службы занятости в поисках подходящей для него работы. А вот смотрите, проблемы трудоустройства молодежи. Молодой человек заканчивает вуз, и он, в принципе, не может найти себе работу, потому что у него нет опыта. Вот здесь какой-то выход может быть? Смотрите, он может обратиться, как один из вариантов, может обратиться в органы службы занятости, стать на учет как ищущий работы. И далее уже включаются органы службы занятости. Они с каждой категорией работают по своим схемам. И у них есть... Но если нет опыта у человека, а организации не хотят брать без опыта. Ну вот смотрите, для этого центры занятости дополнительное какое-то имеют... обучение. Да, они имеют вариативность, как работать с данным гражданином. И один из способов, который позволяет данная программа, данного гражданина за федеральные средства повысить, например, квалификацию молодому специалисту. Он уже либо ему дать смежную какую-то профессию или квалификацию, и что его ставит более привлекательным на рынке работодателей. Опять же, он может ему сразу же предложить после прохождения обучения какое-то место, потому что у центров занятости есть своя база работодателей. Наши центры обучения, чем они еще хороши, они плотно работают со своими базами работодателей, потому что так как у нас практика ориентированная, все-таки обучение, поэтому работодатели принимают огромное участие, большое участие в самом процессе обучения. То есть они участвуют, как в разработке могут участвовать некоторых модулей самих программ, так и принимать участие на демо-экзамене. То есть они сами оценивают специалистов, либо просто присутствуют не специалистов, а граждан. То есть у нас вот так построена работа. Поэтому молодой специалист, как ищущий, если обратиться, он имеет право и возможности поучаствовать в нашей программе. Спасибо большое, спасибо за то, что пришли в студию, за вашу работу. Надеюсь, она была полезна, и все больше граждан найдут свое место в жизни. Спасибо вам. Мы надеемся. У нас реклама, потом продолжим. Продолжаем эфир. Напомню, что вы можете дозвониться и задавать свои вопросы. Спортсмены из Северной Осетии приняли участие в чемпионате Европы по легкой атлетике среди паралимпийцев. Соревнования проходили в Польше и собрали сильнейших атлетов Старого Света. Осетинские спортсмены в составе российской сборной выиграли 12 медалей, среди которых 5 золотых, 1 серебряная и 6 бронзовых. Триумфаторы состязаний сегодня у нас в гостях вечерней смены. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, результаты достойны, я вас поздравляю с этим. Спасибо большое. Вот эта победа, она поможет вам попасть в паралимпийскую сборную? Думаем, что да. У нас впереди еще чемпионат России, и там уже будет окончательный отбор на Паралимпийские игры.
который будет проходить В Токио, с 24 августа в этом году. да. Как вы готовились к чемпионату? Вот что собой представляла подготовка, и которая дала такой потрясающий эффект? Ну, без наших тренеров, конечно же, бы мы такую продуктивную работу не проделали. 2 сбора было хорошо, очень прошли их. Последний сбор такой заключительный был. Ну, в общем, все продуктивно прошло, слава богу. Поехали туда и хорошо выступили. А вот вы говорите, да, без тренера никуда. Но вот сами над собой вы как-то работаете? Да, конечно. Это наверняка же и психологическая такая Ну вот да, должна быть тренировка. Такого уровня старта, и, скорее всего, это и, ну, на психологическом уровне, как ты, ну, борьба с самим собой, как ты настроишься. А как настраиваться? Ну, особо я стараюсь не думать за соревнования. Уже когда последний день наступает, ну вот перед моим выступлением, вот тогда уже начинаю себя заводить, настраивать. А предыдущие дни стараюсь там смотреть что-нибудь, Но настраивать отвлекаться. только на победу или просто вот выступить? Ну, мы же максималисты, конечно, на победу только. Тоже вопрос. Как настраиваете себя? Ну, вот как сказал Альберт, тоже смотрю какие-нибудь фильмы или еще как-то музыкой отвлекаюсь. А, вот так даже? А перед стартом уже иногда, не всегда получается, но иногда не придаю, стараюсь не придавать особо какого-то значения, успокаиваю себя, и получается выступить Но вы очень сами к этому хорошо. пришли? Ну, и с помощью тренера он тоже успокаивает, настраивает перед стартом. Вот некоторые пловцы, например, накануне чемпионата, вот у них есть какие-то такие хитрые моменты, они не показывают свое лучшее время, чтобы обмануть конкурентов, и потом уже неожиданно выступить лучше всех на соревнованиях. Вот у вас есть какие-то такие подобные тактики? Ну, конкретно у меня нету, но так у нас тоже в нашем спорте бывают такие случаи, когда, особенно на Паралимпийских играх, потом уже они приводят туда таких очень сильных своих спортсменов, которые до этого мы их, можно сказать, не видели, не замечали. Насколько была конкуренция вот, сильная? Насколько сложно было в этот раз? Или в этот раз было не так сложно, как в предыдущие? Ну, мы в прошлом году выступали в Дубае на чемпионате мира и получили оттуда опыт. И вот сейчас как-то все гладко прошло. Уверенно себя чувствовали намного. А вот, тем не менее, как удается добиваться таких результатов? Есть ли какие-то ваши личные, что ли, установки? Потому что, вы знаете, многие даже ленятся пойти в спортзал, начать заниматься спортом. Вот для вас что такое спорт? Это всё. Самосовершенствование. Ну, что еще? Спорт — это все. Что значит все? Зачем он нужен? Ну, наверное, в первую очередь здоровье. То есть да, вы в как первую вы очередь. попали, да, Ну, вот в спорт это Как вы пришли? не только здоровье, это как бы и привлечь молодежь к спорту, чтобы как они же снова видят нас, берут с нас пример, и чтобы популяризация была нашего спорта паралимпийского, да не только нашего, вообще в любой отрасли. А как вы пришли в большой спорт? Я вообще раньше занимался вольной борьбой у Габараева Аслана, а потом меня вот Валера Гаглоев привлек к паралимпийскому спорту, там показал мне ребят, там Чермена Кубесова, там Гочу Хугаева. И вот потом я уже как-то освоился в этом спорте, начал тренироваться, идти к большим победам. Виктория, как вы пришли в спорт? Я встретилась с Гочей Хугаевым, и он меня привел в этот спорт. Я тоже не знала, что у нас есть паралимпийский вид спорта какой-то. И в школе мне как раз тоже нравилось бегать всегда. Хотела пойти на легкую атлетику. И все-таки так сложилось, что я пришла в легкую атлетику, стала заниматься. Георгий. Ну, у нас самый популярный паралимпиец Гоча Хугаев. Мы услышали про него, то, что он Паралимпийские игры выиграл.
И благодаря нему вот пришли в этот спорт. Ребят, ну в спорте же Сильно толчок. тоже недолго, да, человек бывает, до определенного возраста. До своего пика, потом уже там и травмы какие-то бывают. Да, нужно держать себя в форме, постоянно быть в тонусе. А дальше что? Как вы видите свое будущее? Кем вы видите себя дальше? Ну, я, например, учусь в СОГУ на физвозе. В будущем хочу тоже заниматься с ребятишками. Это тоже, тренерская работа. Да, готовить их тоже к большим победам. И, тренером бы хотел быть в будущем. Георгий. Ну, тоже физвоз закончил, но не знаю, пока еще не определился. Возможно, какие-то проекты будут открывать там, в бизнес-сфере и так далее. Ну, не определился еще, посмотрим. А вот расскажите, пожалуйста, каждый именно о своем направлении, да, что для вас в этом виде спорта, и я предлагаю нашим режиссерам, у нас даже есть видео, да, сейчас посмотрите вы и прокомментируйте. Так, это Будаян Давид, это для него были первые соревнования за границей. Он стал 4-м. Это Хетук Хинчагов. Победитель. Стал чемпионом Европы. Пару лет назад становился вице-чемпионом мира. Это объявляют их. О, это я. Это Альберт. это вы? Да. Ага. Вот Георгий. Маргиев. Да. Прыжки в высоту интересно. А сколько, да, вот сколько у вас метров? Рекорд мира по здоровым это 2,45. А по паралимпийцам нужно как минимум 2 метра прыгать. Ну, у вас сейчас чтобы- было 2 метра. Да, у нас у паралимпийцев как минимум 2 метра примерно. Потому что он еще, паралимпийский вид спорта еще развивается, он набирает свои обороты, популяризируется. Виктория, а вот вы о своем расскажите, да, чем отличается ваш вид, паралимпийский вид спорта? Чем отличается? Ну, вот сейчас там эстафету нашу показывали, я засмотрелась. А эстафета — это вообще другие эмоции, они отличаются. Вот когда ты Командная победа очень личный важна. вид, да, когда у тебя личный вид, то ты тоже волнуешься, естественно. Но ты себя как-то по-другому успокаиваешь и настраиваешься. А командный вид, тут ты уже отвечаешь за всю команду, и даже если у тебя тревожит что-то, какая-то травма маленькая, ты не чувствуешь. Когда выходишь на старт, вообще все забывается, вообще ничего не чувствуешь. И ты прям бежишь, заряжаешься. Это эмоции, не знаю, совсем другие. То есть вы хотите сказать, что когда работаешь, когда в команде, то здесь сильнее эмоции? Да. Ну, не знаю, они отличаются, они тоже... И в личном виде это сильные эмоции, а в командном это другие отличаются. Чем? И я не знаю, как описать, но эмоции прям, не знаю. Ну, радость за своих друзей, да? Да, и тем более, когда ты становишься чемпионом Европы, еще и первый раз, это тоже моя первая Европа. Было очень здорово. Да, для нас это очень здорово получить золотую медаль на чемпионате Европы, да, потому что человек не знает, что через год, два, три будет. И звание, в связи звание с остается навсегда этими и вечно. отстранениями тоже, и Ну вот ограничениями. Но вот за вашими плечами уже есть победы. Вот какие из них дались, особенно нелегко? Ну, там каждая победа по-своему как-то... Нелегкая. Разные эмоции бывают, да. Чемпионат Европы, там другие эмоции, чемпионат мира, другие эмоции. Сейчас посмотрим, какие на Паралимпийских играх будут эмоции. Скорее всего, у нас каждая по-своему. Для нас это второй Медаль крупный старт был. Пару лет назад Альберт становился чемпионом мира. Вика бронзу брала. Я 4-м стал, к сожалению. И извлек опыт оттуда. И сейчас вообще отлично выступили. То есть что-то такого очень тяжелого, которое запомнилось и запомнится потом, не было? Нет, не припоминаю. Не, этот чемпионат Европы для меня запомнился тем, что
я в последней попытке смог себе как бы добыть золотую медаль. То есть это потом, да? Да, ну, последняя попытка у меня была, и вот я постарался на ней выложиться и добыл себе золотую медаль, можно сказать. А в толкании ядра 6 попыток бывает. Что вот ваша мотивация, какая самая главная? Что мотивирует вас заниматься спортом? Ну, наверное, семья. Своя республика. Конечно, ну да, республику Приносит прославляют. медали своему региону, Осетии. Вообще у нас в сборной, можно сказать, 15% осетин в нашей сборной. И, можно сказать, и 15% мы приносим медали сборной России. Это очень большое количество. Также для нас очень важно было под российским флагом после отстранения выступать. Это особенная Да, это гордость. единственный старт, Кстати, где да. нам разрешили под Разрешили? своим флагом, да. Да. А на мировом старте мы были, Нельзя было. да. Это было просто блаженство слушать гимн России на пьедестале. Да. Спасибо. Ну вот тогда еще Викторию тоже спрошу. Вот в будущем, как видите свое будущее, кем вы себя видите? Ну, я, наверное, тоже с тренером. А если... Все-таки со спортом будете связывать Да. свою Ну, профессию? или что-то вот лечебное ЛФК с детьми, что-то такое. А у вас образование? Нет, я хочу поступить на физвоз. Я, когда пришла в легкую атлетику, я оканчивала тогда СУГУ и КФАК. Спасибо большое. Я поздравляю вас еще раз. Спасибо. Мы вами гордимся. Ну и, конечно, вы для нас тоже пример. Еще хотим огромную благодарность выразить нашему министерству, которое нас всегда поддерживает, и главе республики. Так. Спасибо. Спасибо Да. своим тренерам, конечно. Ну да, без что- них бы мы не добились таких высот. Спасибо вам большое. Это все на сегодня. Встретимся в пятницу. До встречи.